Первая игра в новом сезоне собрала на трибунах Астана-арены более 11 тысяч зрителей. Не остались без поддержки и карагандинцы. В столицу прибыл солидный десант болельщиков «Шахтера». Астанчане вышли на игру в майках с надписью «Миша, мы с тобой» в поддержку своего партнера по команде, защитника Михаила Рожкова, который находится в больнице после автомобильной аварии. Начался матч без разведки. Уже на 5-й минуте игроки Астаны опасно разыграли штрафной. Фокси Кетевоама исполнил длинный навес, а Кайрат Нурдаулетов пробил головой с линии штрафной. Вратарь «Шахтера» Александр Мокин был начеку. Карагандинцы ответили мощным ударом с острого угла в исполнении Станислава Лунина. И здесь кипер, на сей раз Ненад Эрич, был надежен. Подопечные Виктора Кумыкова в первом тайме выглядели активнее и на 35-й минуте вынудили ошибиться центрального защитника Астаны Виктора Дмитриенко. Жамбыл Кукеев перехватил мяч и вывел Андрея Финонченко 1 на 1 с Эричем, но форвард «Шахтера» промахнулся. Атакующие усилия карагандинцев принесли им успех после перерыва. На 55-й минуте Кукеев удачно навесил с углового и на дальней штанге без помех мяч в сетку ворот столичного клуба переправил Максат Байжанов. 1-0 «Шахтер» повел. Еще 3 минуты спустя преимущество карагандинцев удвоилось. Финонченко на левом фланге откатил мяч набегавшему Андрею Порываеву, и защитник чемпионов вторым касанием вогнал мяч в дальний угол. 2-0. Однако такой поворот событий не сломил астанчан. 4 минут хватило команде Мирослава Бераника, чтобы возродить интригу. После фланговой передачи мяч подобрал Фокси Кетевоама и пробил с линии штрафной. Снаряд рикошетом от карагандинского защитника Николы Васильевича залетел в цель. 1-2. Гол африканца вдохновил Астану. У ворот Мокина опасные моменты стали возникать один за другим. Танат Нусербаев нанес удар с острого угла, мяч прошел рядом со стойкой. Затем с убойной позиции бил Сергей Остапенко. Снова не точно. Впрочем, Остапенко реабилитировался за этот промах. На последней минуте основного времени спаса Нусербаева Сергей удачно сходу пробил в девятку и тем самым установил ничью 2-2. Уже в компенсированное время Танат Нусербаев мог решить судьбу Суперкубка, но после того, как обыграл двух защитников, пробил выше ворот. В итоге пришлось играть еще 30 дополнительных минут. В первом экстра-тайме вновь активнее были карагандинцы. Гедиминус Вичус ввел мяч из аута, и Сергей Малый попытался пробить головой, находясь спиной к воротам. Мяч прошел над перекладиной. Во второй 15-минутке еще один реальный голевой момент принести победу Астане был у Нусербаева. Однако Танат дважды пробил в перекладину. Шла 117-я минута матча, когда состоялось событие, решившее исход поединка. Хавбек «Шахтера» Жамбыл Кукеев подхватил мяч на своей половине поля, добрался с ним к штрафной соперника, смело пошел в обыгрыш двух защитников и на десерт изящно переиграл Эрича. Таким образом, фактически в одиночку Жамбыл Кукеев решил исход противостояния. «Шахтер» выиграл в этом бескомпромиссном бою 3-2 и заполучил из рук президента Федерации футбола Казахстана Адельбека Джаксыбекова первый трофей сезона – Суперкубок Казахстана.